Уважаемый Бахытжан Абдирович, добро пожаловать в Кыргызстан. Поздравляю вас еще раз с назначением на эту высокую должность. И хочу пожелать вам больших успехов в реализации всех поставленных задач перед нашим Союзом. Уверен, что ваш визит в Бишкек, встречи с председателем Кабинета министров, переговоры с ключевыми лицами Кабинета министров Кыргызской Республики дадут возможность обстоятельно обменяться мнениями по актуальным вопросам повестки дня нашего Союза и придадут необходимый импульс дальнейшему развитию и укреплению нашего объединения. В мае текущего года исполнится 10 лет со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. За этот период были достигнуты значительные результаты по всем основным направлениям деятельности. Вместе с тем есть моменты, которые, к сожалению, должен отметить. Это касается отдельных положений договора, которые тяжело исполняются, а именно принцип 4 свобод движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Напротив, сегодня наблюдается усиление препятствий во взаимной торговле внутри Союза. На протяжении последних 7 лет о проблемах на внутреннем рынке говорил каждый из глав государств-членов Союза, но опять-таки, к сожалению, следует признать, что они не решаются. Но мы остаемся убежденными в том, что приоритетной задачей для всех нас является создание полноценного экономического союза. Это базовый принцип построения нашего союза, и мы должны достичь цели в самое ближайшее время. Уважаемый Бахытжан Абдирович, как вы знаете, 25 декабря прошлого года в рамках заседания Высшего совета в городе Санкт-Петербург мной был обозначен ряд приоритетных задач на евразийском направлении. В связи с этим мне будет очень интересно послушать ваше видение относительно дальнейшего развития нашего интеграционного объединения в современных непростых условиях, когда наблюдается негативное влияние на глобальную экономическую систему. Еще раз добро пожаловать в Кыргызстан. Пожалуйста, я вам передаю слово. Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте искренне поблагодарить за возможность встречи на гостеприимной земле Кыргызстана. Вы правильно отметили, в этом году как раз 10 лет с момента подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Подготовка идет. Олег Григорьевич знает, на совете эти вопросы обсуждаются. Ну и ряд моментов, сопровождающих это мероприятие, организационного, технического характера продолжается. Сегодня наш союз является динамично развивающим интеграционным объединением. Вы это хорошо знаете. ВВП всех нас на сегодня 2 триллиона 602 миллиарда долларов США. Численность населения вы тоже хорошо знаете, 185 миллионов человек, рынок огромный. Взаимная торговля государств-членов 85 миллиардов долларов США. Растет с момента образования почти в 2 раза Союза. И внешняя торговля государств-членов составляет сегодня более 900 миллиардов долларов США, тоже где-то процентов на 60 с момента образования, выросла с момента образования Союза. Большой документ, вы правильно отметили, в прошлом году в декабре главным государством был принят декларация о Евразийском экономическом пути. Очень подробно этот документ с странами обсуждали на экспертном уровне, на уровне правительства. В итоге сейчас мы приступили к подготовке плана мероприятий по данной декларации. Правильно отметили вопросы эффективного оперативного устранения барьеров. Этот вопрос часто поднимается и сторонами. В целом было признано 70 барьеров, на сегодня 69 было устранено, а 1 барьер сейчас со стороны Республики Беларусь, вот ветеринарной справки, ну, это тоже отрегулируется, но по ходу появляется много таких препятствий, которые ежемесячно откуда-то там появляются неожиданно. Но над решением данных вопросов стороны активно работают, и комиссия тоже вносит свою лепту, и как раз на площадке комиссии эти вопросы отрабатываются. И вот категория проблемных вопросов, когда правовое регулирование де юре содержит признаки барьера, а по факту носит такой прогрессивный характер, такой имеется. И здесь разноскоростная цифровизация отдельных сегментов рынка, цифровое
неравенство ограничивает потенциал 4 свобод, о чем вы говорили. Над этими всеми вопросами работаем. Сейчас вот до вас я встречался с премьер-министром Армении господином Пашиняном, президентом Беларуси господином Лукашенко. После вас у меня встреча будет с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И везде я декларирую тезис о том, что сейчас основная работа будет заключаться не в том, чтобы озвучивать какие-то там идеологические, социальные или технического характера больше вопросы, а реализовывать то, что заложено в договоре. Уважаемый Рахатжан Абдирович, спасибо большое. Мы, конечно, дорожим нашими отношениями с партнерами по ЕАЭС. Нацелены на долгосрочное сотрудничество и партнерство в рамках нашего союза. Готовы всемерно наращивать и укреплять прочную базу ЕАЭС.